Так, у нас сегодня гость, Рустем Ямалиев, руководитель штаба татар Москвы. Мы сегодня празднуем Наурuz. Время, конечно, не тяжелое, но жизнь идет своим чередом, все мы живем. Вот, Рустем, пожалуйста. Несколько слов про то. Некоторые действительно будут поступать в Москву. Да. Значит, многие, наверное, меня помнят. Я у вас был и 3 года назад, и 5 лет назад. Вы еще были тогда чуть-чуть моложе, да? В общем, я из Москвы. Многие студенты из Казани приезжают в Москву, и мы хотим, чтобы вы сразу же нас нашли и помимо учебы влились активно в общественную жизнь. Это хоккейные мы выводим на Акбарс, на нефтехимик, это мы ходим на концерты, мы проводим различные мероприятия, и поэтому вот эта вот такая коалиция выпускников в Казани, она у нас отдельная, они у нас самые активные, вот, и поэтому ждем вас в Москве. Так что с багажом пятерок, с багажом такого энтузиазма приезжайте в Москву и сразу находите штаб татар Москвы. Ждем вас. Спасибо. Мой профиль биохим. Занимаюсь биологией, химией. Эта школа «Солнце», это олимпиадный специализированный научный центр, и поэтому очень много, то есть у каждого человека 7 класса есть свой профиль, будь то биология, литература, и ты стараешься максимальное количество времени уделять именно этому предмету, то есть читать книги, ходить на дополнительные занятия, и школа делает для этого все. Какие-то уроки она может отменить и заменить твоим профилем, добавить кружки. У каждого есть свой тьютер, человек, который помогает тебе с этим профилем. Нира тоже помогает делать научно-исследовательские работы. Вот. Я пришла в эту школу в конце 8 класса, это 20-й год, как раз ковид был. Узнала я об этой школе, потому что многие сюда переходили, и мне нужно было человеческое отношение. То есть в прошлой школе не совсем приятно разговаривали, скажем так, учителя, то есть не было какого-то таких хороших отношений. Были просто как учитель-ученик, но не было чего-то теплого в этой школе по-другому. То есть ты можешь подойти к учителю, задать вопрос, и он спокойно ответит на него. То есть как друзья. Бывает даже переписываются в соцсетях с учителем, очень здорово. И я сдавала экзамены, поступила, и очень удивила сама атмосфера школы, что все очень дружелюбные, очень открытые. Я очень рада, что не ошибусь с выбором. Вот. Если коротко говорить о школе, то сначала мне эта школа показалась очень странной, но теперь я очень сильно люблю эту школу и ни за что бы отсюда не ушел. Потому что я учился в других школах, и была вражда небольшая между учителями и учениками, потому что учителя не все говорили прямо в лицо, а делали что-то за спиной у тебя. А в этой школе учителя говорят прямо, и ты можешь с ними обсудить все, в общем, как с друзьями. И это, я считаю, главное отличие школы «Солнца» от других школ. Все. Я вообще занимаюсь химией, я олимпиадник по химии. Также веду кружки для детей по химии. Я беру маленьких детей, 4 класс на данный момент у меня, и мы с самых низов, самых азов химии начинаем с ними разбираться. Что можно сказать про школу? Я здесь учусь уже, получается, заканчиваю 5-й год, то есть я с 5 класса здесь учусь. Я поступил сюда, узнав от друга о школе, и мне сразу здесь очень понравилось. Я тогда
особо ничем конкретным не увлекался интеллектуальным. Я скорее просто был любознательным и вот начал заниматься математикой. И с очень хорошим учителем у нас был прям такой хороший профильный класс математики. Вот. Сейчас я скорее смещаюсь в сторону информатики, программирования, потому что это более интересная мне тема. Вот. Поскольку у нас в школе как раз-таки акцент идет на интеллектуальный интерес, то вот нам нужно выбирать какие-то профильные предметы. У меня профильный предмет информатика, хотя я, например, выступаю на олимпиадах и по другим предметам. Например, еще мне очень нравится МХК, искусство, потому что я увлекаюсь музыкой, я в школе много выступаю как музыкант, веду музыкальный кружок и вообще стараюсь как-то как можно больше музыки в жизнь школы приносить. Я вам сыграю произведение Яхина «Синкай Дайден». Я попробую его спеть, хоть у меня нет микрофона и я не умею петь, но я надеюсь, вы потерпите. Вот. В прошлом году здесь у нас в школе есть такая веранда, и мы делали концерт на крыше, ну точнее на веранде. Вот, она просто как бы на крыше расположена. Вот, и там мы подумали, что надо включить какое-то татарское произведение. Вообще так получилось, что для нашего учителя татарского языка, для Лейсан Фаритовны, я вот основной ученик, которого она любит впихивать во всякие, ну или не впихивать, а просить, и я всегда соглашаюсь, потому что я рад поучаствовать в любом представлении, где угодно посвятиться, для меня это большое счастье, вот, поэтому она очень часто организует различные татарские мероприятия, я в них участвую, и вот тогда мы даже на обычный просто концерт, вот мы поставили такую песню, я помню, даже так совпало, что несколько человек сразу подумали об этой песне, мы ее тогда хором спели, вот, и я вспомнил о ней, потому что обычно я играю что-то, ну, просто татарские произведения какие-то, сейчас у меня в программе в музыкальной школе ничего такого нету, вот, я вспомнил про эту песню, подумал, почему бы и не спеть, я, конечно, уже забыл, как она поется, поэтому, может, был такой экспромт, и петь я особо не умею, но, в общем, вот как-то так. Мне нравится эта школа тем, что она реально отличается от других школ, пожалуй, своим подходом к преподаванию. То есть за нас не решают, что мы будем учить, нам предлагают выбрать. То есть, допустим, я пришла в математический класс, но меня не заставляли заниматься математикой. Они сказали, ну не хочешь, ну не занимайся. Выбери себе другой предмет. И я выбрала биологию. Впоследствии, через 2 года после этого, сделали биологический класс даже. Как я уже сказала, меня привела сюда мама. И то есть на тот момент она за меня выбрала школу. Но я считаю, что, учитывая, что на тот момент я была 6-классницей, это нормальная практика. В возрасте 6 класса люди еще не в состоянии принимать решения за самих себя. Вот. Единственный минус этой школы, который я могу отметить, это то, что из-за того, что тебе дают свободу, то есть тебя никак не ограничивают в твоей свободе, тебе не говорят, например, ходи на уроки вот жестко, железно. Из-за этого очень многие люди могут как бы распоясаться и подумать, ну, раз не надо, то я не буду ходить. Из-за этого у них могут возникать проблемы с аттестацией. Ну, а так, у меня таких проблем, к счастью, не возникает. У меня 100% посещаемость. Не, ну а что еще сделаешь, когда живешь в километре от школы?
почти ничего не нашлось. Ну как почти? Нашлось всего одно произведение, не совсем татарское. Ну, в общем, что тут объявлять? Beatles. Yesterday.